Доброго дня вам, я Мурат бин Муслим, и вы на канале Курдское просвещение. Мы уже много рассказали о репрессированных курдах, но ведь под репрессию попали тогда не только курды, но и турки, чечены, ингуши и другие нации. Сейчас мы находимся на юге Кыргызстана, в городе Ош. Это улица Иминова. Здесь проживают представители турецкой диаспоры. Это потомки репрессированных турков. Среди них мы нашли двух очевидцев тех дней. Их репрессировали вместе с курдами. А зовут героев нашей программы Фахриддин Арзыманов, 1937 года рождения, и Абдуль-Азиз Арзыманов. Они родственники. Мы жили в Грузии. Я родился там в 1936 году. 21 января, 12 часов ночи родился. Ну, приехали, жили там. Сначала неплохо жили, потом война началась. Всех забрали мужчин, ни одного мужчины не осталось в селе. И вдруг в 1944 году, утром, днем, у нас в двери кто-то стучит, тык-тык-тык-тык. Мама вышла, я тогда был маленький, мне было 8 лет. Мама вышла, маме... Это военный, охрана, говорит, давайте все это собирайтесь, и вы отсюда уедете. Мама говорит, куда уедем? Не знаю куда, но факт, что говорит, вы отсюда уедете. Нас через полчаса выгнали на улицу, двери закрыли, вот так, и всех забрали, там есть специально такое место. Весь село собрали туда, а у нас в деревне было 360 семей. Очень большой семья была. Людей много было. Когда приехали, вы язык понимали здесь? Нет, мы не понимали язык. Ихний язык, кыргызский язык мы не понимали. Но они нас приняли очень хорошо. Дома освободили, нам дали. Кушать дома готовить, нам приносит первый. Первый нам приносит, потом сами кушают. Они очень хорошо нас приняли. За это им спасибо кыргызам. Вот потом сюда нас привезли. Все было хорошо, хорошо. Нам государство корова давал, еду давал, муку давал, масло давал, мясо давал, все давал, чтобы мы не пропали. Жили так неплохо. Потом мы жили в Навкате. Потом по семейным обстоятельствам переехали в Ош. И вот сюда мы приехали. Здесь вот живем до сих пор, живем неплохо, все хорошо. Я работал в фабрике. Вот. Здесь неплохо было. Может быть, у нас там, когда были бы в своем месте, и там бы я столько бы не достиг. Я сначала техникум закончил. Потом отцу не понравился. Он мне сказал, тебе должен быть образование выше. А потом уехал я в Ташкент, 5 лет там приучился, получил диплом, приехал на фабрике. И мне сразу же начальником поставили. Я 36 лет в шелкомбинате работал начальником. Я женился, у меня 5 человек, сыновья, 1 дочка. И до сих пор вот живем. Получаю пенсии неплохо. Вот. И живем. Было очень приятно сидеть и слушать этих людей. Искренность и доброта чувствовалась в их словах. Несмотря на тяжелое детство и преклонный возраст, мужчины веселы, полны сил и растят внуков. Мы же, пожелав им здоровья, попрощались с ними. Старая кавказская пословица гласит: где бы ты ни был, кем бы ни стал, не позорь тех, кто тебя воспитал. Мы люди.
Мы не идеальны, но уважать стариков мы обязаны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте наше видео. Мы работаем для вас. До встречи!